Militer Rusia membeberkan kronologi terbakarnya gereja bersejarah All Saints di Svyatogorsk, Republik Rakyat Donetsk pada 5 Juni lalu. Juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk meminta maaf kepada masyarakat Ukraina dan penganut ortodok dan masyarakat dunia atas kebohongan yang dibuat di Svyatogorsk. Zelensky dengan pernyataannya tentang penghancuran warisan budaya Ukraina yang diduga dilakukan secara sadar oleh Rusia dan tuntutannya untuk mengeluarkan Rusia dari UNESCO dan PBB untuk ini sekali lagi berbohong tidak hanya kepada rakyat Ukraina tetapi juga kepada seluruh komunitas internasional, kata Igor dikutip Tribun Timur Selasa 7 Juni. Igor menyebut punya bukti video dan saksi mata dari para biksu dan warga lokal mengenai perilaku brutal tentara Ukraina yang dipukul mundur tentara Rusia. Tentara Ukraina membabi buta melepaskan serangan ke gereja bersejarah yang dibangun tahun pada abad 17. Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Светогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита всех святых земли русской. По словам очевидцев, еще 2 июня сего года на территорию расположенного южнее через реку от города Светогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций вооруженных сил Украины. Оборудование данных позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец. Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего щита. Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения. 4 июня сего года в ходе боев в Светогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию. По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит всех святых земли русской. Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение. Несмотря на проходившие в Светогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры российскими военнослужащими не допущено. Видеокадры сегодняшнего состояния культурного, исторического, архитектурного и православного памятника Святогорской лавры представляем всеобщему вниманию. Таким образом, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении России культурного наследия Украины и требованиями исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу. Российские вооруженные силы продолжают специальную операцию по освобождению Донбасса, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. Ценности, засевшие в Киеве украинских нацистов, противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.